О тонированных стеклах, езде в нетрезвом виде и других нарушениях правил дорожного движения. Сибайцы сегодня поговорили с главным госинспектором республики. Динар Гильмудинов побывал с визитом в Сибае. Как в городе реализуются федеральные проекты партии «Единая Россия». Ход работ лично проверил депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Все лучшее детям. В Сибае прошли мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Сегодня с визитом в нашем городе побывал главный государственный инспектор республики Динар Загитович Гильмудинов. Вместе с ним в Сибай для рейдовых мероприятий прибыли инспекторы специального взвода оперативного реагирования ДПС ГИБДД Башкортостана. Более подробно об этом мы расскажем в специальной передаче на ближайшей неделе. Нынешняя неделя выдалась для нашего города очень насыщенной. Помимо главного госинспектора, накануне в Сибае побывал депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Зариф Закирович Байгускаров. С утра он провел встречу с представителями партии «Единая Россия». Депутаты Государственной Думы Российской Федерации нового созыва по регламенту в последнюю неделю месяца работают в регионах. Отправляются в субъекты Федерации и народные избранники, члены фракции «Единая Россия». Перед ними поставлена задача проверить, как на местах реализуются партийные проекты, ознакомить население с теми законопроектами, которые находятся на стадии разработки, и услышать пожелания от народа. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Байгускаров в начале своего выступления подробно остановился на тех проектах, которые планируется реализовать в ближайшем будущем. Я внес в Государственную Думу Российской Федерации свой законопроект, который я сам лично разработал. Это касающийся именно защиты интересов прав детей. Это те случаи, когда, к сожалению, семья распадается, как правило, не участвует отец в воспитании ребенка. Это приходится делать самой матери, что очень сложно, тяжело. И для того, чтобы их как-то обязывать делать это, помогать своему ребенку, о передаче полномочий Федеральной службы судебристов, право задержания, доставления их для составления документов и протоколов. Такого права не было, это что, к великому сожалению, мешало в работе иногда. Сделали запросы в органы полиции, полиция их находили, приводили, но учитывая их большой объем работы, они тоже не могли делать своевременно. Из-за чего страдал, конечно, ребенок, то есть он не получал необходимые средства для своего содержания и питания. В Башкортостане в текущем году началась реализация 4 крупных проектов партии «Единая Россия». Они все направлены на улучшение инфраструктуры населенных пунктов и их благоустройство. Это городская среда, местный дом культуры, театры малых городов и парки малых городов. По каждой из программ запланировано финансирование из федерального бюджета. Предусмотрено также софинансирование из местной казны. Ожидается, что помощь из бюджета страны придаст работе по благоустройству муниципалитетов новую динамику и поможет осуществить самые смелые планы на порядок быстрее, чем это было бы возможно самостоятельно. Отрадно, что под действие этих программ попал и наш город. В Сибае определены дворы и общественные места, которые будут благоустроены в рамках проекта «Городская среда». В текущем году сибайцы решили направить выделенные средства на реконструкцию парка культуры и отдыха имени Мажита Гафури, детского и игрового парка по улице Ленина, сквера «Юность», а также 5 дворов, которые охватывают 11 жилых домов. Общая сумма финансирования на город составила около 24,5 миллионов рублей. А также 2 театра Сибая получат значительную материальную поддержку в рамках реализации проекта «Театры малых городов». В ходе встречи с партийным активом Зариф Байгускаров лично вручил партийные билеты новым членам партии «Единая Россия» и также ответил на вопросы, поступившие из зала. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Добавлю, что накануне вечером Зариф Закирович Байгускаров принял участие в прямом эфире, проходившем на нашем канале. Поступило много звонков от горожан. На все вопросы, поступившие к нам и не озвученные в эфире, мы дадим ответы в ближайших выпусках новостей. Сколько раз должен уметь отжиматься первоклассник? На какое расстояние прыгать с места в длину? И за какое время пробегать короткую спринтерскую дистанцию? Сводная таблица нормативов ГТО содержит все усредненные показатели, которым должен соответствовать физически развитый ребенок, попадающий в первую возрастную группу от 6 до 8 лет. Растущий организм в эти годы только начинает крепнуть. По этой причине установленные нормативы служат скорее ориентиром, нежели абсолютным критерием, но только не для дошколят, проходящих отбор в классы правоохранительной направленности.
Аббревиатура ГТО произошла от названия советской спортивной программы, которая возрождена в 2013 году указом президента России и призывает участников быть готовыми к труду и обороне. Само собой, для большинства дошкольников и детей раннего школьного возраста это событие весьма отдаленной перспективы, но только не для ребят, собравшихся утром четверга на территории стадиона «Труд». Здесь проходила проверка физических данных дошколят, готовившихся вступить в гордый статус ученика полицейских и кадетских классов средней образовательной школы номер 7. Внимание! Марш! Здесь в основном, конечно, на развитие скоростной выносливости и на развитие гибкости. В обязательно, конечно, входят на злокопите 7 видов, но 4 обязательно должны выполнять. Я думаю, что это очень легко и доступно, потому что дети приходят, 6-летки у нас не первый раз. Первый набор в классы правоохранительной направленности был организован на базе 7-й среднеобразовательной школы города Сибай в начале прошлого учебного года. Набор проходил в 5 профильных ученических коллективов. Число учащихся, как вспоминает директор школы Владимир Рысин, недостаточно большое для привлечения в педагогический состав нового сотрудника. По этой причине занятия с ребятами по многим профильным дисциплинам ему пришлось взять на себя. С образованием еще 2 кадетских классов появится возможность расширить штат сотрудников. Высокие показатели, достигнутые за учебный год, свидетельствуют о том, что педагогический опыт увенчался полным успехом. Кадетские классы отличаются от обычных классов тем, что у них есть единая форма. То есть это форма полицейского образца. То есть сама форма, она уже дисциплинирует. То есть это погоны, это пилотки, это разводы еженедельные, ежедневные, которые проводятся сотрудниками МВД у нас в школе. То есть это проверяется чистота брюк, чистота ботинок, воротники, наличие носового платочка, расчески, удостоверения. Все эти вещи дисциплинируют и дают возможность детям лучше учиться просто по общеобразовательным предметам. Решение организовать кадетский корпус на базе своего учебного заведения руководство школы объясняет необходимостью задуматься о воспитании поколения патриотов, граждан, знающих целостную картину истории, уважающих традиции своего государства. Родители будущих кадетов полностью разделяют эти взгляды и отмечают высокие перспективы для построения карьеры, которые дает профильное обучение. Познакомившись первый раз с директором школы, Алина, иди сюда. Мне понравился разговор с ним и отношение его к детям, и вообще мне понравилось и учителя сами, вот эта вот доброжелательность, которая присутствует в школе. Ну, он у нас любит спорт, ну и перспективное будущее в дальнейшем, когда вырастет уже, с уклоном военного образования. Ну, я считаю, что особенно у мальчика должна быть дисциплина, должно быть физическое какое-то развитие, потому что в 7-й школе это же будет разностороннее развитие, не только общеобразовательное, поэтому вот мы решили идти в кадетский класс. Кадетство с ранних лет закладывает в человека выдержку и дисциплинированность, совершенно необходимые для военного. Именно в этом, по признанию взрослой аудитории, и кроется достоинство образования профильной направленности. Примечательно, что сами дети с присущим им максимализмом выражают полную уверенность относительно того, какой профессии рассчитывают посвятить свою жизнь. И демонстрируют огромное стремление стать учениками класса правоохранительной направленности. В кадетской школе есть дисциплина, а в обычной школе нет. Понятно. А ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Генералом, а потом шахтером. В обычной школе нет дисциплины, а вот в кадетской есть. А кем ты хочешь стать? Полицейским. А зачем? Чтобы ловить бандитов. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Демографическая ситуация в Республике Башкортостан, меры поддержки, квалификация врачей, акушеров, гинекологов обсуждались на прошедшей конференции в Центральной городской больнице. Чтобы оценить реальную ситуацию на местах, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Индира Сахаудинова посетила с рабочей поездкой наш город. Демографическая ситуация в стране продолжает вызывать серьезное беспокойство.
Так называемый «русский крест» – показание графика, на котором кривая рождаемости пересекается с кривой смертности, после чего продолжает ползти вниз, был достигнут в начале 90-х годов прошлого столетия и по сей день удерживает регрессивные значения. Демографическая проблема наблюдается во многих регионах страны, и наша республика не является исключением. Для того, чтобы стимулировать повышение численности молодого населения, в Башкортостане была создана трехуровневая система родовспоможения. Об этом и других мерах поддержки материнства в ходе встречи с сибайцами рассказала доктор медицинских наук из Уфы Индира Сахаудинова. Демографическая ситуация на сегодняшний день в республике вызывает особую тревогу, потому что у нас идет русский крест, у нас идет снижение рождаемости. 90-е годы вступили у нас в роды, рожать некому. Поэтому правительством у нас стартовала программа поддержки молодых семей до 35 лет за рождение первого ребенка. Семейные пары, которые проживают на территории Республики Башкортостан, находятся в зарегистрированном браке и нуждаются в улучшении условий, получают единовременное пособие 300 тысяч рублей. Отдельно на повестке дня стоял вопрос о квалификации специалистов на рабочих местах, клиниках и перинатальных медицинских центрах нашей республики. Рабочая поездка, организованная в рамках второго уровня комплексных мер родовспоможения в нашем регионе, предусматривала двухдневный сертификационный цикл, нацеленный на повышение квалификации местных врачей-акушеров-гинекологов. В рамках состоявшейся встречи поднимались актуальные вопросы медицины и программы стимуляции репродуктивной активности с помощью предоставления льгот потенциальным родителям, имеющим определенные отклонения в здоровье. У нас увеличилось количество квот бесплатных по программе обязательного медицинского страхования на экстракорпоральное оплодотворение. Я тоже хочу, чтобы пациентки об этом знали, о том, что в течение года они могут воспользоваться своим правом на проведение ЭКО, если у них есть проблемы, независимо какого фактора, мужского или женского. И в том числе все ресурсы на сегодняшний день направлены на сохранение репродуктивного здоровья в том числе. Поэтому вот эти школы, они необходимы, в том числе и для повышения квалификации медицинских работников. Отметим, что необходимость активного использования теоретических баз Башкирского государственного медицинского университета в практике клиник республики широко обсуждается на протяжении 3 последних лет в рамках рабочих совещаний по вопросам службы детства и родовспоможения. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Накануне отмечался Международный день защиты детей. Уже начиная с мая в городе проводились различные мероприятия, приуроченные к этой дате. Но основная часть, конечно, состоялась день в день. В парке культуры и отдыха прошла развлекательная программа под названием «Детство – это я и ты». В Международный день защиты детей в парке культуры и отдыха не было свободных мест. Сюда на праздник вместе со своими родителями пришли юные горожане. У карусели выстроились целые очереди, а ребята со счастливыми лицами не скучали и в ожидании. Ведь для них была подготовлена и развлекательная программа. Первый летний день традиционно отмечается День защиты детей. И в нашем городе силами администрации городского округа город Сибай, отделом культуры, Центр народной культуры, парк культуры, группа мамочек организовали замечательный праздник на территории парка культуры, где для детей замечательные развлекательные игры, концерт, работают карусели. В общем, сегодня все для наших детей, для детей нашего города. Праздник получился по-настоящему ярким и красочным, а потому в стороне не остался никто. Ребята активно участвовали во всех проводимых конкурсах, выигрывали призы и веселились от души. Родители же смогли немного отдохнуть от повседневности и порадоваться за своих детей. Я люблю очень танцевать и петь. Сегодняшний очень веселый праздник. У меня внучка прямо так рада, что они такой праздник устроили. Молодцы, прямо спасибо. Поздравляю всех детей с праздником! Праздничные мероприятия в парке длились с самого утра и до позднего вечера. Шла активная торговля, без дела не простаивали и аттракционы. Первый день лета сибайцы встретили с позитивным настроем. Ну а парк культуры и отдыха официально открыл рабочий сезон и ждет в гости всех желающих. Евдокия Титаренко, Данила Либаев, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Еще один праздник прошел для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Это детский сабантуй. Уже не первый год его инициатор выступает Сибайское общество инвалидов.
Актовый зал Центра детского творчества наполнился звонким смехом и голосами детей. Здесь на свой детский сабантуй собрались мальчишки и девчонки с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было организовано Сибайским обществом инвалидов совместно с местной общественной организацией «Вперед, Сибай». Этот праздник дети очень ждут. Они уже любят, они знают, что этот праздник будет для них очень интересный. Они хотят покататься на карусели, они хотят побывать, где выступают наши их же друзья, например, воспитанники Центра детского творчества, как сегодня выступают, и они показывают чудесный праздник. Сегодня будет проводиться для них спортивные состязания в игровом варианте, будет проходить викторина, конкурсы. И много очень интересных ожидает наших детей. На открытии сабантуя ребята встретились со многими сказочными персонажами. Кроме того, их ждала яркая концертная программа, подготовленная детскими коллективами города. Евдокия Титаренко, Данила Любаев, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я, Наиля Ахмедшина, прощаюсь с вами. Хороших выходных и берегите себя.